Все, прямой эфир. Добрый день, уважаемые услугополучатели нашего Целиноградского района. Рада вас приветствовать на нашем прямом эфире, посвященный госуслугам, ярмарке госуслуг, которая проводится в онлайн-формате. В сегодняшней ярмарке принимают участие отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства, отдел земельных отношений и отдел сельского хозяйства. Будем рады обратной связи, вашим вопросам, всегда готовы помочь, ответить на ваши вопросы по оказанию госуслуг в Целиноградском районе. Коллеги, пока у нас нет вопросов, прошу респект, чтобы вы ответили по тому, как оказываются услуги отделом архитектуры в нашем районе, через госкорпорацию, либо через портал электронного правительства. Вкратце по вашим услугам. Здравствуйте. Отделом архитектуры исполняются основные, это 3 государственные услуги: предоставление исходных материалов на проектирование, строительство и конструкцию, согласование эскизного проекта и предоставление адресной справки. Для получения все эти услуги исполняются через портал e-лицензирования. Адресная справка исполняется через ИСОН и также через ЦОН. Сроки исполнения АПЗ, архитектурно планирующего здания, 6 рабочих дней. Для этого необходимо опросный лист и правоносный документ на земельный участок. Срок исполнения эскизного проекта 10 рабочих дней. Для этого необходимо иметь архитектурно планирующее здание и сам эскизный проект. Для получения адресной справки необходим идентификационный документ на земельный участок. Срок исполнения 6 дней. Как бы все. То есть все услуги оказываются через портал электронного правительства. Человек может своим ЭЦП-ключом подать, да, либо через госкорпорацию, через да? Госкорпорацию это адресные справки, только да? адресная справка, а основное это через портал. Спасибо, все очень понятно. Ждем вопросов от наших услугополучателей. Вкратце, Гульжанат, можете рассказать про услуги, оказываемые вашим отделом земельных отношений? Здравствуйте, уважаемые жители Целиноградского района. Получают у нас отделом земельных отношений востребованные услуги: это утверждение землестроительных проектов, приобретение прав на участки, которые находятся в государственной собственности, не требующие проведения торгов, конкурсов, аукционов, также выдача изменений целевого назначения. Утверждение землестроительных проектов оказывается в сроке оказания 4 рабочих дня через веб-портал электронного правительства и лицензирование. Заходите через ЭЦП-ключ, итог, получаете приказ об утверждении. Услуга оказывается у нас бесплатно, все услуги. Перечень документов, требуемых: заявление на утверждение землестроительного проекта, а также сканированный землестроительный проект. В случае отказа, несоответствия документов, либо неполный документ. Услуга приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующие проведения торгов. Тут, получается, услуга оказывается в 2 этапа. Первый этап 12 дней, второй этап 3 дня. Первый этап вы получаете заключение земельной комиссии. Тут по первому этапу вы прикладываете заявление на приобретение прав, место расположения земельного участка указываете, площадь сколько хотите. Также скрин с СГЗК, с Яндекс.Карты можете приложить. И в дальнейшем мы направляем в архитектуру для определения возможностей, возможно ли предоставить этот участок, и дальше вносим на комиссию. На комиссии решение принимается и получаете выписку. Второй этап. В том случае, если положительный результат получаете, второй этап у нас распоряжение. В течение 3 дней получаете. Выдача изменений целевого назначения. Пишите по месту расположения земельного участка, также через лицензирование оказываете. Прикладывайте акт кадастровой стоимости и заявление. Направляется в архитектуру. В течение 3 дней они дают заключение на определение возможности использования по целевому назначению. Также вносится на комиссию. Итог получения здесь у нас распоряжение. Все, в принципе, востребованные услуги рассказала. Спасибо большое, Гульжанат. Уважаемые услугополучатели, если у вас есть вопросы, очень будем рады вам помочь, ответить на ваши вопросы, оказать помощь методическую, если вы не знаете, как получить определенную услугу. Как раз специалисты в данных сферах сейчас присутствуют на данном прямом эфире и для того, чтобы оказать вам свою помощь. Также у нас есть такие популярные услуги в сфере жилищной инспекции. Арая, остановитесь, пожалуйста, как вот можно будет получить? Расскажите ваши услуги.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всего отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства оказывает 5 государственных услуг. Первая государственная услуга – это постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда. Вторая услуга у нас – приватизация жилища из государственного жилищного фонда, также выдача жилищных сертификатов, выдача разрешения на вырубку деревьев, выдача паспорта готовности энергопередающих организациям. Ну, самая востребованная услуга у нас постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающим в жилище из государственного жилищного фонда. Данная государственная услуга оказывается через веб-портал электронного правительства, заявление по форме согласно приложению к настоящим правилам, а также документы предусмотрены стандартом 8 государственной услуги постановка на учет. Данная государственная услуга у нас оказывается 15 рабочих дней. Также услуга получателя для получения государственной услуги через портал формирует заявление в формате электронного документа, подписанное электронно-цифровой подписью. Услугодатель осуществляет регистрацию заявления в день получения, в день его поступления. В случае, если услугополучатель после окончания рабочего времени обращается в выходные или праздничные дни, согласно Трудовому кодексу, прием заявления и выдача результата государственной услуги осуществляется в следующий рабочий день. Ответ услугополучателю направляется в личный кабинет в статус о принятии запроса государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги. Все очень понятно, рахмет, Арай. Бүгін халыққа мемлекеттік қызметтерді алу туралы кеңес беру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі туралы хабардар болу деңгейін арттыру мақсатында онлайн форматта мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесін өткізіп жатырмыз. Сондықтан сұрақтарыңызды өте күтіп отырмыз. Келесі сөз кезегі өзіңізге Ерболат. Саламатсыздар, құрметті телеарнадан тұрғындары. Біздің ауыл шаруашылығы бөлімімен көрсетілетін негізгі 4 қызмет бар. Оның барлығы арнайы техникалар мен ауыл шаруашылығы техникалар саласында. Бірінші қызмет бұл арнайы техникалар және ауыл шаруашылығына арналған техникаларды мемлекеттік тіркеу және тіркеуден шығару, яғни тіркеу кезінде мемлекеттік номерлік белгі мен техпаспорт беру. Қызмет қағаз түрінде немесе e-лиценз порталында онлайн түрде алуға болады. Қызметтің көрсетілу уақыты бір жұмыс күні. Егер сағат 17:00-ге дейін берілген өтініш сол күні қарастырылады. Немесе 17:00-ден кейін берілген өтініш келесі жұмыс күні қарастырылады. Одан кейінгі екінші қызмет ол осы арнайы техникалар мен ауыл шаруашылығы техникаларының кепілдігін мемлекеттік тіркеу және тіркеуден шығару. Мұнда мемлекеттік қызмет мемлекеттік халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүргізіледі. Өтініш сол жерде қабылданады және жауабы сол жерден алынады. Қызмет көрсетілу уақыты 2 жұмыс күнін құрайды. Қызмет заңды және жеке тұлғаларға екеуі де ала алады. Үшінші мемлекеттік қызмет бұл жеке тұлғаларға арналған, яғни арнайы техникалар мен ауыл шаруашылық техникаларын жүргізуге құқық беретін куәлік алу, немесе куәліктің мерзімі өткен жағдайда алмастыру және жоғалтып алған немесе бөлінген жағдайда қалпына келтіру. Бұл қызмет тек онлайн e-лиценз порталында ғана іске асырылады және қызметтің көрсетілу уақыты 2 жұмыс күнін құрайды. Төртінші қызмет бұл осы аталған арнайы және ауыл шаруашылық техникаларын техникалық байқаудан өткізу. Бұл қызмет көрсетіледі егер техникалардың иелеріне, яғни қызмет көрсету уақыты 15 күнтізбелік уақытты құрайды. Басқа сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, жауап беруге дайынбыз. Рахмет сізге. Гүлжанат, сізге сондай сұрақ келіп тұр. Для изыскательских работ какие документы требуются и срок оказания услуги? Стандарт государственной услуги, выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ
Срок оказания 10 рабочих дней. Тут потребуется заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя. Также электронная копия плана, схема участка проведения изыскательских работ, электронная копия задания на выполнение изыскательских работ. Результат получается постановлением в течение 10 дней. Все ясно, Рахмет большое, Гужанат. Успех, подскажите, пожалуйста, вот человек спрашивает, если ему было оказано в услуге согласования эскизного проекта, его действия, чтобы он мог может он повторно подать на данную услугу, и какие действия нужно совершить, чтобы у него не было отказа? Согласование эскизного проекта. Если ему дали замечание при согласовании эскизного проекта, он имеет право исправить все замечания и повторно подать на согласование эскизного проекта. Она рассматривается также 10 рабочих дней. Вот все замечания, это в каком формате будут? Допустим, если человек подал, начнем с того, что он изначально подает на вашу госуслугу, вы рассматриваете ее, да, после получения, видите, что у вас есть замечание к данному эскизу, да, что у него есть несоответствие, после чего вы отказываете, но даете мотивированный отказ данному заявителю, где по пунктам указываете нарушения, которые он должен исправить. Я правильно вас поняла? Да. Допустим, если у него 10 пунктов в отказе, в мотивированном отказе, он все эти 10 пунктов исполняет, после чего у вас, дополнительно хочу отметить, что если отдел архитектуры вам указал 10 пунктов отказа, что нужно исправить, да, вы все это устранили, повторно подаете, они уже не имеют права, не уполномочены вам еще давать, допустим, 20 замечаний, что вам нужно это исправить. То есть они в одном ответе мотивированном вам все указывают, после чего при повторном подаче на данную услугу у вас будет положительный результат, если вы исправили все замечания отдела архитектуры. Правильно? Да. Все, спасибо. У нас пока других вопросов нет. У вас есть еще, что вы можете рассказать о своей работе, допустим, дополнение? Арай? Да, вот при оказании услуг, как часто какие люди не прикладывают документы, допустим, что делать, чтобы правильно получить постановку на очередь, какие документы обычно не хватает, вот, допустим, в отказах у вас? По нашей услуге, да, она оказывается в электронном формате, и никаких документов прикладывать там не нужно. Все данные берутся с базы государственных органов, точнее идет интеграция. И получается, если есть статус, например, неполной семьи, если есть статус инвалида первой и второй группы, то с базы госорганов мы берем данную информацию. Точнее, если личную информацию прикрепить в документах, мы не требуете, да? Я думаю, это очень хорошо и очень удобно для наших жителей, которые именно обращаются за данными услугами, что не надо дополнительно собирать документы, достаточно через личный кабинет подать на данную услугу. Если вы относитесь к определенной категории, у нас оказывается услуга отдела жилищной инспекции. И у нас есть вопрос, приобретение прав, первый этап, какие документы нужны, сколько дней рассмотрения? Приобретение прав, тут документы не нужны, схема, заявление, схему вы можете скрин с ГЗК сделать, с Яндекс.Карты, а дальше мы уже подготавливаем схему, то есть отдел архитектуры подготавливает определение возможностей об использовании, о предоставлении земельного участка. Срок оказания в первый этап 12 дней, второй этап 3 дня. Все ясно, Рахмет. Арай, вопрос к вам адресованный. Как можно человеку с ограниченными возможностями встать на очередь на жилье? Прописка какая должна быть, если хотим встать в село Каши? Каши. В соответствии с законом о жилищных отношениях жилье предоставляется гражданам РК, постоянно проживающих в данном населенном пункте. Если человек проживает в Кашах и прописан в Кашах, он может обратиться через портал электронного правительства, либо в ЦОНе через сектор самообслуживания. И подать заявку в течение 15 рабочих дней, заявка будет рассмотрена и выдан ответ. Заявка рассмотрена, что он подходит ли к определенной категории, Да. Поставили вы его на очередность под таким-то определенным номером, сразу дается ответ? Да, решение в виде уведомления СМС-оповещения будет на мобильный телефон о постановке на учет с указанием обязательного порядкового номера, либо мотивированный отказ по основаниям в соответствии с законом о жилищных отношениях. Все ясно, Рахмет. Уважаемые услугополучатели, еще раз хотелось бы напомнить, что
В нашем районе практически все услуги оказываются в онлайн формате, то есть вам дополнительно не нужно приезжать ни в ЦОН, ни в госорган, достаточно, чтобы вы подали вашим ЭЦП-ключом заявку. Все они есть на портале электронного правительства в удобном формате для получения, поэтому, пожалуйста, обращайтесь за госуслугами в наш район. Следующий вопрос. Какие нужны документы для регистрации трактора? Қазақша айта жауап бере берсеңіз болады. Арнайы техниканы тіркеу үшін сізде өзіңізбен бірге болу керек. Егер техника жаңа болса, жаңа болған жағдайда біріншіден меншік иесі ретінде сізде дәлелдейтін құжаттар, ол сатып алу келісім шарты, немесе соттың шешімі, немесе басқа да құжаттар дәлелдейтін. Сонымен қатар сіз бізде бұл услуга қызмет көрсетіледі тек тіркелген осы тұрғылықты мекен жайы бойынша, яғни сіз осы біздің ауданның тұрғыны болуыңыз керек. Және сонымен қатар мұнда техниканы тіркеу кезінде тіркеу үшін мемлекеттік нөмірлік белгі үшін және техпаспорт үшін мемлекеттік төлемдер бар. Соларды төлеп, солардың жағынеsin соларды төлеп скан варианттарын тіркеуіңіз керек онлайн берген жағдайда. Ал егер техника жаңа емес, ескі техника болған жағдайда, онда техниканың бұған дейінгі техпаспорты және ол техпаспорттың ішінде тіркеуден шығарылған деген мөр басылған болу керек. Ең қажет документтер болсын. То есть вот отвечаю дополнительно, что получается там есть, если у вас это была не новая техника, обязательно прикладывайте техпаспорт. Чтобы получить данную услугу, она предоставляется тоже через портал электронного правительства. Вашим ЭЦП-ключом поступает в нашу систему е-лицензирования. Вы должны быть жителем нашего района, если это у вас новая техника, и прикладывайте документы на данную технику. То, что вот Ербулат сказал. Просто перевожу дополнительно, если будут вопросы. Вместе с тем ждем вопросов от вас. Может, есть услуги, которые вы не знаете. Но в данный день, сегодня у нас ярмарки еще будут дополнительно проводиться. Мы будем дополнительно сообщать время прямых эфиров. На сегодняшний день, вот еще раз напоминаю, у нас отдел архитектуры, земельный, сельское хозяйство и жилищная инспекция. Поэтому, пожалуйста, есть вопросы. У нас очень много услуг в сфере жилищной инспекции. Это вырубка деревьев и другие услуги, не только постановка на очередь. Также ждем ваших вопросов. Обычно очень большой объем работы проводится отделом архитектуры. У них очень такие ответственные услуги в большом количестве они оказывают нашим жителям. Получается, все услуги, допустим, если вы житель нашего района, скорее всего, вы сталкивались с отделом архитектуры, обращались к ним, либо еще вам нужно будет обратиться к ним, присвоение адреса, ввод в эксплуатацию вашего дома, получение АПЗ, эскизного проекта, это все как раз к отделу архитектуры. Сейчас они с удовольствием ответят на ваши вопросы, если они у вас имеются. Так, Гужанат, ответьте, пожалуйста, скажите, аукцион когда у вас будет, как можем участвовать в данном аукционе? Аукцион это не госуслуга, но мы все равно ответим. Аукцион сегодня прошел, теперь планируем через 2 недели. Вы можете участвовать через госреестр, через ЭЦП-ключ заходите, торговая площадка, Целиноградский район выбираете, и там участки, фото участков, размеры какие, площадь, стоимость стартовая, все указано. И также для участия вы должны сначала гарантийный взнос оплатить в обязательном порядке. Все ясно. Дополнительная информация по аукциону, где человек может получить? На сайтах Целиноградского района, либо в Инстаграме у нас Дем Целиноград, можете, в Facebook можете посмотреть о объявлении. И также в газете Вести Акмол, там тоже объявления бывают. Келесі сұрақ, жер учаскесіне 2016 жылы өтініш білдірдім. Сол жер участок қашан беріледі, ИЖС госуслуга. Рахмет, сұрақтыңыз түсінікті. Негізі бізде ИЖС госуслуга тек қана постановка на очередь деген. То есть сіз өтініш білдірсеңіз, ол мемлекеттік қызмет, сіз оны қағаз түрінде беріледі. Бұл мемлекеттік қызмет сол ауылдың әкімшілігіне барып, қағаз түрінде өтініш қалдырасыз, сізді учетқа қояды. Бірақ негізі ауданда қашан жер берілетіні, бүгінгі күні ауданда жер беріліп жатқан жоқ.
кезекке сіз тұрсаңыз, сол кезегіңіз бойынша сізде тіркеу номері бар. 2016 жылдан бері бастап тұрсаңыз, әкімдіктің сайтында тізім бар. Сіз қандай сельский округқа өтініш берсеңіз, сол сельский округтың несін ашып, сайтта списогын ашып, өз номеріңізді қарай аласыз. Мен мына жерде жазылып тұрған жоқ қандай ауыл екенін. Сондықтан сол ауылға кірсеңіз, допустим, Қараөткел ауылының несіне, сельский округтың тізімі, жер учаскесінің очерктің. Сонда уже сіз қандай номер бойынша тұрғаныңызды сіз қарай аласыз. Бірақ бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет жер беру деген жоқ. Ол постановка на очередь бар. Мемлекеттік қызмет тізімге тұру үшін, жер учаскесін алу үшін мемлекеттік қызмет, а жер беріліп жатқан жоқ бүгінгі күнде Целиноград ауданында. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақтарыңызға жауап береміз. Қысқаша тағы да біздің көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сайттың адресі қандай? Сіз общий сайт Акима Целиноградского района деп бастаңыз, оны шығады. Немесе кейінірек мен сізге жіберем. Сайт Акима Целиноградского района Б. Оспанбекова деп жазсаңыз, поисктан ол шығады сайтты. Сонда жер қатынастар несіне кіресіз, вкладкасына. Сонда болады списокта. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Уважаемые жители района, ждем ваших вопросов по данным видам услуг, оказываемых сегодня ЖКХ, архитектура земельная. В будущем будут вопросы по военкомату рассмотрены и вам разъяснены. Отдела занятости будут дополнительно, мы скажем, в какой день и в какое время это будут прямые эфиры у нас. У кого есть еще что дополнить, Гужанат, по вашим услугам? Так, по какой услуге можно? Можете рассказать. Дополнительно, раз человек спросил постановка на очередь, да, это госуслуга, хотелось бы на русском немножко разъяснить. Она оказывается акимами сельских округов, непосредственно через канцелярию услугодателя. То есть в данный момент, пока вы, к сожалению, через ЕГОВ не сможете на нее подать, вам нужно будет проехать в сельский округ, написать заявление, это будет госуслуга, они зарегистрируют вашу заявку, после чего направят на земельную комиссию, и уже вы получите уведомление за подписью руководителя отдела земельных отношений, что вы стоите под номером очереди в определенном сельском округе, и ваша очередность номер такая-то. То есть, естественно, так как эта услуга востребована, многие хотят получить земельный участок, я точно сейчас не могу подсказать очередность по Целиноградскому району, но я думаю, она большая, но тем не менее вы можете встать, и вам предстоит порядковый номер очередности, что вы в таком-то сельском округе стоите под таким-то номером. Услуга действует, пожалуйста, обращайтесь, вам ее обязательно окажут. Поэтому что еще можно разъяснить по вашим услугам? Если, может, какие-то вы обычно по вашим мотивированным отказам хотите разъяснить нашим услугополучателям, чтобы впредь у них они быстрее получали, естественно, свои госуслуги. По госуслуге предоставления исходных материалов на реконструкцию в основном люди ошибаются в таких моментах. В пакет документов входит технический паспорт, техпроект и заявление с опросным листом. И есть такие моменты, когда при реконструкции жилого дома, увеличения, скажем, вдоль границ, необходимо согласие с смежного участка. В основном люди на это не обращают внимания и подают на этот документ. В течение 5 рабочих дней пишут отказ, мотивированный отказ, то несоответствие, и теряют время на это. Потом она обратно рассматривается, а срок исполнения данной услуги 15 рабочих дней. Это получается уже более 3 недель. При реконструкции жилого дома отступ от смежной границы должно быть 3 метра. Если уже метр, либо вдоль границы, необходимо нотариальное согласие смежного участка. Вот один из моментов есть. Все понятно. Подскажите, как это нотариальное согласие смежного участка, как его получить, как его делать, где это, сроки?
Вот куда это обратиться необходимо человеку? Необходимо, получается, договариваться со смежным владельцем То есть участка. со соседом, Со да, это соседом, да, получается? с соседом Мгм. договариваться. Так-то так, я хочу построить объект, дома расширить и построить ее вдоль границы. Не имеете ли вы претензии? Вместе с соседом обращается к нотариусу, пишется согласие нотариальное, то, что я такой-то владелец, не имею претензий к такому-то собственнику участка в расширении, в реконструкции жилого дома, постройки вдоль границ. Вот и все. И прикрепляется в дальнейшем при подаче данной услуги. Все очень понятно, Рахмет. Вот следующий вопрос у нас. Земля была выдана физическому лицу, то за какое время он должен построить свое жилье, есть ли какие-нибудь ограничения? Ограничений никаких нету, архитектурно-планировочное здание действует до конца срока строительства. Это получается, если он получил уже один раз АПЗ на строительство жилого дома, пока он не завершит, он должен утвердить эскизный проект до конца завершения строительства, оно будет действовать. После того, как введут в эксплуатацию, она уже утратит силу, получается, в дальнейшем либо снос, если реконструкция, это надо будет повторно брать расширительный документ. Все ясно. Ну вот тут хотелось бы уточнить по земельному участку. Если у вас земельный участок в частной собственности, а если у человека земельный участок в аренду, тогда как быть? Если в аренду, Продлевать будет. Вначале, да, он обращается в отдел земельных отношений, чтобы продлить земельный участок. Это нужно смотреть, какие у вас документы. Если у вас право частной собственности, то вот у вас АПЗ, вот эти все документы, они постоянные. А если у вас аренда, допустим, на 1 год, либо 2 года, либо 5 лет, по истечению этого срока вы обращаетесь в отдел земельных отношений, где продлеваете вначале в сельский акимат, где выдано вам распоряжение в каком сельском округе, а потом уже в отдел земельных отношений, что вам продлили срок аренды земельного участка. И тогда вы также полноправные владельцы данного земельного участка можете получать свои госуслуги на данный земельный участок. Вот. Уважаемые жители, также ждем ваши вопросы. Может, мы еще можем дополнительно ответить, может, вам что-то было непонятно. В ходе прямого эфира вы всегда можете обратиться к нам по телефону в отдел анализа госуслуг 716 51 30 502, наш рабочий номер телефона, либо же всегда оставить на нашем инстаграме, либо в фейсбуке вопросы. Мы всегда будем рады обратной связи от вас, и также вам ответим всегда на ваши вопросы. Ждем вопросов. Пока у нас вопросов нет. Дополнительно у вас есть что ответить? По утверждению в основном люди отправляют без подписей. Обязательно согласование с НАО корпорацией для граждан, оттуда нам нужно согласие архитектуры, нашего руководителя ГУ, отдел земельных отношений. Обычно люди акт выбора не подписывают, и поэтому отказ получают. Вот, в принципе, по утверждению. По приобретению, если вы не прикладываете схему, в течение 1 дня сразу отказ получаете. То есть, получается, там есть сроки, да, отказов в ваших услугах, в наших услугах. Да, если не полный пакет документов, то есть, если вы подали на госуслугу, вы всегда можете зайти вот со своим ЭЦП-ключом и проверить, на какой стадии находится ваша госуслуга. То есть, если вы прочитали, что там она оказывается в течение 5 дней, но подали на услугу, вы можете на следующий день, не ждав 5 дней, посмотреть, возможно, у вас есть отказ, либо у кого на исполнении в данный момент находится ваш документ. Она поступает руководителю, после чего руководитель отдела отписывает исполнителю. Это тоже вы увидите входящий номер в системе и увидите, у кого на исполнении данный документ. Поэтому, а если там есть отказ, не обязательно ждать 5 дней. Вы можете на следующий день проверить, возможно, уже у вас есть ответ, и вы, не теряя время, устранив замечание, снова подадите на госуслугу. В принципе, у нас по услугам все разъяснение. Также ждем ваши вопросы. Если не успеете задать их в ходе прямого эфира, можете потом написать в комментариях, мы обязательно вам ответим. Коллеги, у кого есть что дополнить? Вроде нет. Чтобы у вас не было, желаем вам всем успехов, здоровья, всегда рады встретить вас на своих прямых эфирах. Спасибо вам тоже. Спасибо. До свидания.